Двух кандидатов на должность министра и двух новых членов правительства глава Кабмина Мухаммедкалый Абулгазиев решил представить лично. Лица не новые, с приличным стажем. Все четверо с работой справятся, заметил премьер. Так, на должность министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации был выдвинут Эркинбек Чодуев. Санжара Мукамбетова премьер-министр предложил на должность министра экономики. Самат Кылджиев был представлен на должность руководителя аппарата правительства. Дастана Дугоева на пост председателя Госкомитета информационных технологий и связи. Последняя кандидатура у депутатов вызвала немало вопросов. Парламентарии вспомнили о том, что его недавно вызывали на допрос в ГКНБ. Недавно правоохранительные органы проводили проверку, в результате которой был снят с должности руководитель Госрегистра. Ваша фамилия тоже была заявлена в рамках этих проверок. Говорили, что Дагоев будет вызван, допрошен. Чем все это закончилось, не расскажете? По одному или двум фактам его вызвали. Он дал разъяснение. Его вызвали, чтобы получить информацию. Вы чувствуете моральную ответственность? Если ваши друзья сейчас под следствием, под стражей, вы идете работать в правительство. Я знаю закон, знаю, что такое презумпция невиновности. Виновен человек или нет, определяет только суд. Но лично вы как считаете, они виновны или нет? Вы 8-9 часов были там. Вся фабула вам известна. Мне хочется верить, что они чисты. Я ответил на все вопросы, которые мне были заданы. Нужно дождаться завершения следствия. Виновны они или нет, ответить не могу. У меня нет такой информации. Немало вопросов было задано и Санжару Мукамбетову. Сейчас он возглавляет Госфиннадзор. Ранее 6 лет занимал должность заместителя министра экономики. В бытность премьер-министром Сапара Исакова работал вице-премьером. Рассматривая его кандидатуру в парламенте, депутаты посоветовали ему быть смелее и не становиться серой мышкой. Вот кадр, который вы привели, которым мы должны гордиться. По-моему, у него нет в глазах огонька, как и планов что-то изменить. Он ни один действительно хороший довод не привел. Получается, это человек, который готов работать только по вашему поручению. У вас было в начале 17 министров, 12 сменились, 1 погиб, но 11 сменилось. То, что от вас бежит привиденная вами же команда, то, что они не хотят работать, большой минус для вас. Санжара Мукамбетова мы все хорошо знаем. Я наблюдаю за ним. Он, похоже, тоже уже не хочет работать. Он хочет уйти. Я не могу с вами согласиться. Ни один не убежал. Просто так никто не уходит. Если не получается что-то в работе, какие-то недостатки, я прямо об этом говорю. Они сами делают выводы. В наше время таких, которые готовы просто так оставить кресло министра, я думаю, мало. А для следующего кандидата предлагаемая премьером сфера не новая. В Министерстве сельского хозяйства Эркинбек Чодуев в ранге заместителя проработал 5 лет. При нем сменились 3 министра. В этом году его кандидатуру выдвинули на пост главного агрария страны. Кандидатуру 28-летнего бизнесмена Телеко Токтогазиева, который сам выразил готовность возглавить Минсельхоз, не поддержал вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. Вчера мы предлагали молодых, вы не поддержали. Поставьте их замминистрами на другие должности, пусть работают. Сидите старой мафией, никого нового не пускайте в отрасль сельского хозяйства. Новые министры приходят как в болото, погружаются в него и больше уже не могут выбраться. Вы тоже давно там работаете. Молодых сейчас везде приглашают. Я не собираюсь препятствовать этому. Молодые кадры нужны, и я намерен привлекать их к работе. Буду привлекать на разные должности в министерстве. Вы идете в министерство, которое вызывает больше всего нареканий и критики. Очень большую ответственность берете на себя. Я хочу сказать вам, если сейчас вы не предпримете каких-то новых шагов, не покажете какие-то новые методы работы, завтра все может закончиться так же, как и с прежними руководителями. Крестьянам нужна помощь. Не нужно сидеть и собирать кучу цифр, данных, как это делали до вас. Нужно отслеживать рынок и давать крестьянам реальную картину и реальные прогнозы. Тем самым за 3,5 часа 4 кандидатам парламентарии задали более 50 вопросов. Наряду с критикой звучали предложения. Ответы, судя по всему, депутатов удовлетворили. Всех 4 кандидатов, предложенных главой Кабмина, члены комитета одобрили. Завтра их рассмотрит уже парламент. Болт Исаев, Алтынбек Каныбекулу, НТС.